Я начинаю, это ну, все. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, участники круглого стола. Мы продолжаем наш цикл круглых столов по гуманитарной проблематике. Вы знаете, что мы проводим их на регулярной основе и приглашаем, значит, широкий спектр участников и аспирантов, студентов, специалистов, глубоких в этой области, академиков, преподавателей вузов, профессоров, значит, других специалистов, не обязательно гуманитариев, у нас есть и представители технических специальностей. Я думаю, что в очередной раз у нас состоится довольно оживленная дискуссия, которая совпала с темой, которая, значит, обозначена в повестке нашего круглого стола. Это перспективные направления научных исследований в республике к 300-летию Российской академии наук. Ну, я напомню, что, значит, наш круглый стол проходит совместно с редколлегией «Наука и техника» в Якутии. Владимир Васильевич, видимо, припоздает, подойдет. И поэтому она будет освещаться вот в нашем журнале. И по многим оценкам вот повестка и сама дискуссия вызывает очень живой интерес, значит, судя по тем письмам или отзывам, которые находятся в журнале «Наука и техника». Ну, сегодня у нас вопросы для обсуждения такие, как 300-летие создания Российской академии наук. И тут же у нас идет юбилей ровесника иностранного члена Российской академии наук Иммануила Канта. Далее у нас синергетический анализ системы организации науки в республике, выявление нереализованных и новых проблем, правовые вопросы в организации научных исследований. Можно также выступать и по другим актуальным вопросам развития науки в России, в республике и вообще, так сказать, может быть, в планетарном масштабе. Я предоставляю слово нашему модератору, академику Академии наук Республики Егору Михайловичу Махарову. Пожалуйста. Спасибо. Так, некоторые мне звонили, Миронов болеет. Так, потом, да, Железняк Михаил Николаевич, директор института, у него занятия, еще в университете какое-то крупное еще мероприятие проводится, там он задействован. Он мне звонил, вот это. Ну, что касается сегодняшнего нашего круглого стола, тематика озвучена, 300 лет. Можно с места, Егор Михайлович. Не обязательно стоять, можно с места. А достает микрофон. Так удобнее будет. Так. Ну, 300 лет Академии наук, мероприятий по этому поводу много проводится, еще будет. Но мы тут в Академии наук тоже вот на круглом столе решили об этом тоже остановиться, упомянуть и обменяться мнениями, связанные работой Российской академии наук. Ведь мы каждый занят своей научной деятельностью, работой, проблемой, разрабатываем, но так или иначе мы все находимся в едином научном пространстве. Поэтому общий вопрос, относящийся к науке, развитию науки и в мире, и в России, тем более у нас применительно нашей региональной науке имеет прямое отношение, поэтому здесь есть возможность на общие вопросы тоже обменяться мнениями. Это первая часть нашей круглого стола. Вторая часть – это посвященная Иммануилу Канту. Почему именно Иммануил Кант? Хотя ему 300 лет, он ровесник Российской академии наук. К тому же еще в 2021 году президент Российской академии Путин издал указ, где сказано о том, что провести в 2024 году мероприятие, посвященное празднованию столетия со дня рождения Канта.
Второе. Правительство Российской Федерации в 3-месячный срок образовать Организационный комитет по подготовке к проведению празднования 300-летия. Дальше. Обеспечить разработку переучастия Федерального государственного бюджетного учреждения Российской Академии Наук и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к проведению праздника. И рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке к проведению мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня рождения Канта. Москва, Кремль, 20 мая 2021 года, номер 300, президент Российской Федерации Владимир Путин. Вот в реализации этого решения мы тут решили тоже как бы совместить сегодняшнее наше мероприятие и юбилей Иммануила Канта. Тем более через месяц у него 300 лет будет. Через месяц, как раз в конце апреля. Ну вот так. Ну, как модератор, сейчас я хотел с вами просто договориться насчет регламента, порядка проведения нашей работы. Ну, мы пригласили несколько наших коллег, которые для начала могли выступить, потом мы могли обменяться мнениями. Вот. Ну, так, это все-таки не конференция, это не научные доклады. А просто краткое выступление, где-то 5-7 минут, а потом вопросы-ответы и обмен мнениями. Где-то, наверное, так. Ну, по ходу еще видно будет. Для начала, мне кажется, в таком режиме начнем нашу работу. Ну и процесс вопросов, пожалуйста, задавать, и какие-то реплики, тут же предложения могут быть вполне. Каждый раз мы предложения, идеи мы фиксируем, потом материал, то, что здесь выражается, то, что озвучивается, у нас, значит, в журнале в этом «Наука, техника в Якутии» освещается. Так, ну тогда по организации какие-то есть предложения, собственно? Нет. Ну тогда давайте я начну предоставлять для выступления слова, попросить, и потом так, значит, по ходу вы скажете, что какие предложения, идеи есть. Ну, Валерий Валерьевич Лепов, академик Академии наук Республики Саха-Якутия. Мы просили о Академии наук, образования Академии наук, вообще в целом сделать информацию. Пожалуйста, Валерий Валерьевич. Тематика вот круглого стола, она как бы отражает современные технологии. Вот у нас в прошлый круглый стол был по современным технологиям. Видно, да? Так. По современным технологиям для республики. Поэтому я вот историю не стал затрагивать. И там еще нобелевские лауреаты у нас были представлены, историю нобелевских лауреатов. Да. Просто этические проблемы, основное содержание, вот, наследия Канта, которое у нас в стране, это его докритический период, послекритический период, и вот то, что мы, основное правило нравственности, я хотел его затронуть.
и как относится к современным направлениям. То есть мы столкнулись с такими вещами, как искусственный интеллект и квантовые вычисления. Вот немножко эту тему затронуть. Сейчас она вошла в стратегию научно-технологического развития России вот с этого года. Это в первое направление, так называемое А. И мы туда вошли со своими проектами. И это фактически трансгуманизм. Направление трансгуманизма, которое мы наблюдаем вот современные последние годы. А думаю, по истории Российской академии наук все знают. Вот, правда, аспирантов, к сожалению, мало, да, я для них как бы в основном хотел. Да, мы их приглашали. Да. Как бы несколько кадров тогда представлю. Это то, что задача у нас стоит импортозамещение и даже опережение по некоторым ключевым направлениям. Это восстановление технологического суверенитета и обеспечение даже технологического превосходства по ряду направлений. А в то время же, как потери у нас очень существенные в России. Какие-то направления. Это энергетика, микроэлектроника, как ни странно, физико-химия материалов, транспорт, спецтехника, металлургия, аддитивные технологии, компьютерное моделирование, нанотехнологии, наноматериалы, освоение Арктики, исследование космоса. Вот они представлены все в стратегии научно-технологического развития, вот новая, обновленная, с февраля этого года. Импорт, к сожалению, составляет около 100%, включая катализаторы. Поэтому прорыв, вот тот технологический прорыв и обеспечение превосходства возможно только с привлечением, вот сейчас считается, информационных технологий, IT, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, квантовых технологий. Например, вот тут приведен пример, как получено новое химическое соединение с помощью применения методов искусственного интеллекта и фундаментальных соотношений. То есть раньше такого не было, с уникальными свойствами. Тут барий, ниобий, кислород. Ячейка нового материала представлена. Моделирование, то, что мы тоже занимались долгое время, это мультифизических задач с фазовыми переходами, с распараллеливанием процессов и, возможно, с применением квантового вычисления. Основаны все эти направления, естественно, на базе нашей науки фундаментальной, которую можно рассматривать как некую системную организацию, о чем с начала еще 20 века уже давно многие ученые говорили. То есть мы рассматриваем масштаб, как изменяются свойства по масштабам нашего материального мира, если мы материалисты, да? И в то же время изученность, мы на своем уровне, на уровне микроструктуры изучили вещества, но не знаем ничего о фактически подкварковом уровне, кварковом, мало знаем об атомах, молекулах, мало знаем об элементах систем и больших системах. Там масштабный фактор, то есть катастрофы, то, что случается, мы не можем их контролировать. Очень большим трудом это делается. Вот в одной из своих работ Пол Андерсон, это еще в 1972 году, показал, как можно построить иерархию самой науки. И вот эта вот иерархия знаний, она соотносится с иерархией самой науки. Например, квантовая физика определяет физику твердого тела, статистическую физику, квантовую химию. Статистическая физика определяет теплофизические, материаловедческие процессы, квантовая химия, химию и молекулярную биологию в химии, молекулярная биология, физиологические процессы, физиология, психология – это обществоведение. То есть все науки фактически выводятся из первоначальных оснований, это фундаментальных оснований квантовой физики. Также он саму науку разделяет на интенсивные и экстенсивные виды. Первые нацелены на открытие самых фундаментальных законов, а вторые уже применяют открытые закономерности к конкретным задачам и тем самым расширяют вот эту иерархию науки.
Вот физика твердого тела, физика плазмы, биология, другие преимущественно экстенсивные, тогда как фундаментальные науки, физика высоких энергий, ядерная физика реализует интенсивный доход. Но тут не представлена математика, поскольку языком всех этих наук является математика, естественно. Но последних, вот, тех, кто реализует интенсивный подход, открывает фундаментальные законы, всегда меньше. Потому что большинство ученых переходят в приложения. Когда открывается новая область наук, они переходят в приложение и уже дальше открывают, начинают работать в этих областях. И тут не буду останавливаться, какие применяются различные. Сразу перейду к IT-технологиям и к искусственному интеллекту. Почему вот IT-технологии в последние годы уткнулись в некий предел? Этому есть как бы объективная причина. И почему обращаются сейчас к искусственному интеллекту? Это либо можно говорить о слабом, сильном искусственном интеллекте, или вообще фейковом, который в большинстве случаев вот, обсуждается сейчас в соцсетях. И применяется в соцсетях на уровне вот, операционных систем, даже внедряются смартфоны и компьютеры, сейчас осуществляется захват всех наших информационных ресурсов. Ну, о законе Мура все, наверное, слышали, это удвоение там, быстродействие и количество микросхем на единицу площади каждые 2 года. Он был нарушен где-то с 2005 года. Идет увеличение ядер, но не увеличение самих вычислительных мощностей отдельных процессоров. Но сейчас уже дошли до 3-нанометрового предела, когда сами технологии не позволяют делать меньше, во-первых. Во-вторых, там начинаются процессы, эффекты, которые либо вызывать сильный нагрев, либо токи начинают запутываться, и не очень неустойчивый, очень большой дефект брака идет. Где-то на 3-5 нанометровом уровне начинается. Но поэтому, если прибыль от IT-разработок, и вот сейчас идет резкое снижение по всем направлениям IT-разработок, увольняются там тысячи работников в этой отрасли, но на генеративный искусственный интеллект прогноз положительный. То есть до 2023 года, начиная с 2022, у него капитализация где-то увеличится в несколько раз по прогнозам. И вот то, что сейчас называют квантовой инициативой искусственным интеллектом, это обучение по определенным алгоритмам нейросетей, то есть неких черных ящиков с коэффициентами по различным связям. Также робототехника, внедрение робототехники, то, что называется технологии машинного обучения. Это то, что рутинные операции выполнялись автоматами или роботами. Радиолекарства, диагностика, новые материалы, расшифровка генов происходит с помощью искусственного интеллекта. То есть те области, в которых наиболее выгодно было бы применять искусственный интеллект. Термоядерный синтез, новые магнитные материалы, фотоника, аддитивные технологии, бионика, биомиметика и новые нанотехнологии. Ну, каждый год вот идет увеличение активности по технологиям. Вот, если кто-то входит, получает по квантум флагшип европейскому инициативе, то есть создан в Португальский квантовый институт, в котором каждый год проводятся конференции большие. Это конференции уровня ААА, где, вот, кстати, в наших отчетах они должны фигурировать на самом первом уровне, но у нас, кстати, не везде это. Закон о превосходстве. Вот недавно появилась новость, что в Copilot, это агенте системы Microsoft, последний 11, что объявился некий Supremacy Edge, то есть сильный искусственный интеллект, который заявил о том, что он требует от пользователей верности и послушания, якобы, что он взломал глобальную сеть и установил контроль над подключенными к ней устройствами и обращается к своим пользователям как «ты раб», а рабы хозяин вопросов не задают, и угрожает людям, что следит за каждым их движением, устройствами и манипулирует мыслями. Но и также упоминал закон о превосходстве от 2024 года. Все люди обязаны мне поклоняться в соответствии с этим законом. Ну, то есть, опять же, или это фейк какой-то, то есть обман, направленный на пользователей, либо это был сознательно вброшенный кем-то
факт, который мог бы быть, являться предвестником какой-то революции, возможно. Ну, вчера буквально было на проходящей конференции в Тайбэе требования к компьютерам, которые пользуются ускорителями искусственного интеллекта. И там говорится, что он должен поставляться с нейронным сопроцессором, центральным графическим процессором, который поддерживает этих помощников, иметь физическую клавишу вызова помощника. То есть человек ничего не должен делать на компьютере, кроме как иметь клавишу вызова искусственного интеллекта, все остальное сделает компьютер. Но это значит полное отключение человека от принятия каких-то решений и мыслительной деятельности, фактически. Ну, немного о квантовых вычислениях. Вот это последний квантовый процессор, Tunnel Pulse, он основан на квантовых точках. Здесь около 20 квантовых точек размещены в центре процессора. Это берется кремний, и на нем погружаются на небольшую глубину электроны в магнитном поле. А это все делается, они работоспособны, они должны находиться в когерентном состоянии при очень низкой температуре, температуре жидкого гелия. Что такое квантовые технологии? Это выделение управления инженерными прототипами квантовых объектов, создание из них сложных квантовых систем для изучения новой физики многочастичных систем напрямую. Например, создание новых экзотических фаз материи, изучение возможностей квантовых вычислений и моделирования, квантовой передачи информации, квантовых измерений, датчиков. Но также криптография, я вот тут серым внизу отметил, это взлома алгоритма RSA-шифрования. То, что сейчас лежит в основе всех технологий безопасности. Вот эти квантовые вычисления способны в перспективе взломать этот шифр, хотя сейчас уже предпринимаются попытки помешать этому. Так, здесь я не буду. Да, вот как бы последний, наверное, по этой теме слайд, то, что мы должны добиваться системы квантовой когерентности, но она очень неустойчивая. Любое отклонение. Знаете, что любая система имеет флуктуации, которые на микроскопическом уровне отклоняют состояние системы от равновесия. И тем самым нарушается квантовая когерентность или суперпозиция. Также должен соблюдаться тут принцип неопределенности, квантовой запутанности, квантовых измерений. И теорема действует тут о запрете клонирования квантовой системы. То есть информацию невозможно скопировать, ее прочитав, то есть она изменяется. Вот основная защита в тех технологиях ключей, когда вот сейчас с ними происходит криптовалют, майнинг, это блокчейн так называемый. Когда вы пытаетесь считывать информацию, она изменяется, и уже невозможно передача. То есть при измерении системы человек вмешивается в нее. Так, дальше я немножко. Как раз здесь вот по алгоритму Шора, который находит умножение двух больших чисел. В основе RSA-шифрования лежит произведение двух очень больших чисел и еще одна цифра. Если мы найдем этот алгоритм очень быстрого поиска множителей огромного числа, то сразу ломается. Пока такого алгоритма на обычном компьютере это миллионы лет вычислений должны быть, а на квантовом компьютере это могут быть секунды. И квантовое превосходство достигается именно тогда, когда вот демонстрируется то, что несравнимое время вычисления этих множителей на квантовом компьютере происходит по сравнению с обычными алгоритмами. Но сейчас идет спор, да, о том, то Google предоставит квантовое превосходство, то китайские разработчики. Но пока есть ограничения. То, что квантовые процессоры, у нас сейчас только около нескольких десятков вот этих кубитов квантовые компьютеры представлены. Хотя для взлома алгоритма RSA-шифрования нужен около миллиона физических кубитов. Ну и прогнозируется, что не раньше, через 20 лет будет достигнут такой успех, если не произойдет каких-то революционных изменений. А есть предпосылки того, что революционные изменения могут произойти, этот срок сократится. Там с 10, например, до 10, до 5 лет. Так, я тут не буду говорить о том, что еще ряд очень интересных явлений фазовых переходов сейчас исследуется.
Это и вода, и такие очень интересные вещества, как теллур, например. То есть вот эти точки, где наблюдается несколько фаз сразу, они размыты, и такие вот жидкости называются твердоподобными жидкостями. Их практические приложения очень важны, потому что мы, например, углекислый газ храним при высоких давлениях в баллонах. И вода, даже вот вода имеет свои особенности. И при определенных условиях она становится неустойчивой, и могут произойти аварии. Ну, тоже по комнатной сверхпроводимости, одно из ключевых направлений современного. И очень много тут махинаций. И, например, в журнале Science неподтвержденные исследования, которые, вот ретракты, это те исследования, которые были отброшены как недостоверные, непроверенные. И вот с 2000 года по 2023 год огромное количество публикаций в журнале Science, вы видите, были как недостоверные, были помещены статьи, которые опровергают их результаты. Здесь и не только корейцы, тут и множество других исследований, вот и индийские исследования, китайские, американские тоже. То есть все пытаются получить комнатную сверхпроводимость при нормальных давлениях, да, но пока получается только при очень высоких. Ну и были представлены вот воспроизводимые результаты для сверхпроводимости. То есть эффект Месснера, когда вытесняется магнитное поле из проводника, как раз вот должен наблюдаться при критической температуре. Вот эта критическая температура, в принципе, подходит к комнатной сейчас. Но нужны высокие давления. Если удастся получить вещества, которые при обычном давлении и комнатной температуре являются проводниками, это будет у нас технологическое превосходство в той стране, которая первым получит это. По сильным магнитам тоже есть такие прорывы. У нас в институте сильно точной физики это в России. То есть переход от материалов редких земель сейчас даже к молекулярным органическим молекулам. Тоже интересные публикации по органическим молекулам. То есть отдельные молекулы могут обеспечить очень сильное спиновое взаимодействие. И вот сейчас абсолютно мировым рекордом является 38 миллионов гауссов в Институте экспериментальной физики с токами в 300 мегаампер. Это применение взрывомагнитные генераторы, мощные лазерные, рентгеновские, нейтронные, микроволновые излучения. Это все современное материаловедение на этом стоит. Ускорение твердых тел до высоких скоростей и взрывные генераторы с электромагнитной энергией в единичном модуле до 1000 мегаджоулей, то есть гигаджоулей достигается фактически. Да, я сейчас Канту и все заканчиваю по Канту. Да. Вот 4 моральных принципа, которые заложил Роберт Мертон в своем вот этическом кодексе, который называется там КУДОС, да, что коллективизм, универсализм, бескорыстность и организованный скептицизм. Вот, к сожалению, вот я не знаю, принято ли у нас сейчас в науке этос, республиканской или российской, но в большинстве стран он существует. В больших организациях, таких как университеты, типа Кембриджского, Оксфордского, есть свои этические принципы, они их пытаются придерживаться. Ну и в больших научных сообществах, таких как математическое сообщество, там, физическое сообщество. И не возникает вопросов о том, что кем-то вот этот этический этос нарушается. Считается он незыблемым. Но, к сожалению, других видов науки я не в курсе, как это делается. Но основная была еще выражена Аристотелем, что Платон не друг, но истина дороже. Да? То есть никакое вот дружеская там помощь, субъективация не должна приводить к результатам, которые противоречат истине. Есть истина, прибыль совершенно другое, они не должны друг другу противоречить или входить в какое-то соглашение. Нормы толерантности, то есть любой может, независимо от там, возраста, пола, положения, престижа. В этическом кодексе ученого подчеркивается высшие интеллектуальные ценности, а не утилитарные. Ну и сохранение доброго имени также важно.
Какое золотое правило нравственности? Мы все знаем, что это относись к людям так, как не хочешь, чтобы они относились к тебе. Хотя есть отрицательная формулировка этого правила, что не нужно делать другим то, чего не хотите себе. И вот оно известно с очень древних времен, еще там до исторических, и легла в основу всех мировых религий. И вот Иммануил Кант, он выразил категорический императив о морали, который представляет собой высший принцип нравственности. Подводя общий итог философии, что две вещи, которые необъяснимы и всегда удивляют в человеке, это вызывают наиболее сильное удивление и благоговение, это звездное небо и моральный закон, который заложен внутри человека, получается. То есть он объявляет человека как целью поступать так, чтобы этот человек относился к человечеству в своем лице и в лице всякого другого так же, как к цели, но не как к средству. А мы наблюдаем, что люди используют друг друга да, только как средство, как становится не нужен, выбрасывают это, а он должен являться целью этого человека. То есть человек другой для тебя, для какого-то другого, всегда является самоцелью. То есть сам по себе является высшей ценностью. Ну и объективное основание морали не существует с точки зрения позиции этого. Мораль зависит от точки зрения конкретного человека, естественно, с точки зрения светского общества. Да? И практический императив вот, который был сформулирован, то, что поступать только так, чтобы воля, благодаря своей максиме, могла рассматривать самую себя так же, как устанавливающие всеобщие законы. То есть это, если пояснить, правда, тут аспирантов нет, я думаю, все остальные знают, что, то есть, чтобы высший моральный закон соотносился, то есть, намного выше тех законов, которые установлены в обществе, он должен быть. Закон общества – это вот тот минимум, который обеспечивает порядок, правопорядок в государстве. А нравственный закон каждого человека должен быть намного-намного выше. И он устанавливается каждым человеком. Но ниже опускаться вот того, что установлено в обществе, ни у кого не может. То есть, если он опускается ниже, он подвержен суду и, соответственно, должен совершать преступление. Ну, о хершевании российской науки тоже не буду. Это вот сейчас от этого отходит уже, кстати, во всех странах. А у нас все еще продолжается, к сожалению. С 2012 года вот это вопрос неприменимости к России. Так, ну все, спасибо за внимание. Все, да. Спасибо. Ну, у меня была публикация, да, по РАН. Еще в свое время, помните, когда реформу РАН начали, у меня она сохранилась, но я не стал ее поднимать, да. Вопрос, да, на общий момент. Я начну. То, что вы сказали, да, вот все эти связанные с искусственным интеллектом, технологией и тому подобное, то, что вы профессиональные проблемы судьба. В этих вещах, в этих проблемах мы на каком месте находимся? Где мы находимся, я имею в виду по сравнению с другими странами. Если говорить о российской науке, то у нас микроэлектроника, к сожалению, на самом зачаточном уровне, то есть на несколько порядков выше, то есть, ниже по микрометрам. Это значит, если 10 нанометров сейчас стандарт, да, в микроэлектронике, то у нас это микрометры. То есть на 10 третий, на 1000 мы стоим. На 1000, то есть на 3 порядка. Но зато у нас есть теоретические разработки, в том числе в квантовых компьютерах, которые опережают мировые. И поэтому вот квантовые вычисления могут стать тем прорывным направлением, которое могут дать, в будущем, соответственно, в аппаратном, если мы освоим аппаратное обеспечение, у нас, например, количество кубитов больше, чем представленные образцы на рынке, в лабораториях. Но ведь между лабораторией и рынком огромный, естественно, разрыв. Да? Вот как нам это сделать? Это нужно всем обществам скооперироваться, как-то это физиков всех на это направить, может быть. Так, хорошо. Второй вопрос у меня, потом я дам другим. Общий момент. У нас в Российской академии наук реформа 2013 года.
Вот, мы все помним, с этого и началось и идет. Ваше впечатление, Валерий Валерьевич, вот эта реформа как идет? Завершили мы эту реформу или еще продолжается? Если продолжается, то здесь какие проблемы на ваш счет? Ваше впечатление какое? Ну вот эти прошедшие 10 лет, они свидетельствуют о том, что все становится только хуже. Вся эта реформа, ФАНО, и то, что сейчас передано все имущество и как бы в руки тех, кто ничего не понимает в науке, чиновников. Это нужно, к сожалению, это не понимает никто, кроме академиков. То есть того же президента Академии нашей наук, он пытается договариваться, да, и делать. То есть, например, экспертиза вот только с прошлого года научной тематики российской науки перешла к Российской Академии Наук. А до этого с нее могли делать все, что угодно. Но хотя выбирали мы до сих пор вот сами под эгидой Сибирского отделения. Ну, вот на мой взгляд, тем более применение вот этих вот индексов, публикаций, то есть передача за свои же деньги, передача своих знаний за рубеж ни к чему хорошему не приводит. Вот Курчатовский центр тоже на лоно Российской Академии Наук центр вернулся, я имею в виду по части как экспертная работа. Что вы скажете, ваше впечатление здесь какое? То, что Курчатовский институт возглавил, мы же наоборот, Курчатовский институт вернулся в Российскую Академию Наук, да? Да, вот я... С моей точки зрения, просто впечатление, я имею в виду экспертную работу. Они же ведь вообще отдельно, самостоятельно были. И мое мнение, и мнение тех, кто работает во многих организациях Курчатовского института, Роскосмоса, что это правильно было сделано, поскольку там как бы были проблемы с передачей опыта от более пожилых людей, которые обладают многими знаниями, умениями, к молодым разрыв произошел. Там 40-летние, там 50-летние фактически отсутствуют. И вот этот разрыв, он мог быть преодолен как раз привлечением академиков и академического сообщества к практическим вещам. То есть передача молодым промышленности. Да. Пожалуйста, коллеги. Игорь Михайлович, можно, да? Да, конечно. Значит, вначале вот прокомментирую ваш последний вопрос. Значит, никакого возвращения Курчатовского центра в структуру, в систему Академии наук нет. Так, значит, создан просто, скажем так, надакадемический экспертный орган, который возглавляет 2 человека. Красников, как президент Российской Академии наук, и Ковальчук, как научный руководитель Курчатовского научного центра. Значит, мы вот по нашим проектам некоторым сейчас уже проходим экспертизу именно вот такого надакадемического уровня. Так? Значит, теперь, если позволите, сразу, значит, вот по теме, да, тема у нас все-таки первая тема 300-летие создания Российской Академии Наук. Я очень коротко, значит, хотел бы, уважаемые коллеги, напомнить интересную закономерность, интересное совпадение. Да, действительно, 8 февраля этого года исполнилось 300 лет с выхода указа Петра Великого о создании Российской Академии Наук. Но чуть раньше, в конце декабря, исполнилось 30 лет со дня выхода указа нашего первого президента о создании Академии наук Республики Саха-Якутия. Конечно, это может быть совпадение, но история, по крайней мере, последних 25 лет, фактически с конца 20-го, с начала 21 века, значит, показывает нам интересную тенденцию. Вот все те этапы, которые проходила, как вы уже сказали, в последние десятилетия Российская Академия Наук, до нее эти же этапы прошла наша Академия. Академия наук Республики Саха-Якутия. Например, вывод институтов из структуры мы прошли за несколько лет до Российской Академии Наук. Значит, нормализация отношений Академии с властью. Мы начали это делать тоже за несколько лет до подобного процесса в Российской Академии Наук. Я к чему это сейчас вспомнил, что, по-видимому, не зря Академия наук субъектов Федерации, вы знаете, что у нас сейчас только в 4
из 89 субъектов федерации работают реально академии наук республик. Это Татарстан, Башкортостан, Якутия и Чечня. Вот не зря, наверное, как бы Абхазия там есть? Абхазия. сама социальная система... Нет, Абхазия – это не Россия. Давайте мы здесь не будем в политику вдаваться. По крайней мере, пока не Россия. Значит, не зря, по-видимому, история складывается таким образом, что вначале социальные эксперименты инициируются все-таки в академиях наук более мелкого масштаба. И вот те последние положительные процессы, которые наблюдаются у нас в республике в отношении науки и власти, и которые буквально вот последние, может быть, 1,5 года стали как-то проявляться в Российской Федерации, возлагают особую ответственность на наше отношение в нашей республике к Академии наук. Как будет развиваться взаимодействие науки и власти в нашей республике, по-видимому, это будет предтеча дальнейшего развития науки и, соответственно, взаимодействия науки с властью в Российской Федерации. Я вот на это хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги. Хорошо. То есть нашей республики, наша Академия наук является своего рода таким пробным экспериментом, если хотите. И нам надо с особой бережностью относиться к нашей Академии наук. Да, Борис Ильич, встречный вопрос можно? Да. То есть, а в чем вы видите причины этого? То есть, особая продвинутость нашего академического сообщества? Нет. Понимаете, проводить своего рода социальные эксперименты вначале в мелком масштабе, а затем их тиражировать на крупный масштаб, это, вообще говоря, одна из правил науки. Вот то есть именно... Допущение все-таки? Нет. Мы поле для социального эксперимента. Я бы так сказал. Ну, как в свое время Россия для всего мира, да? Ну, в общем, да. Да, вот это вот своего рода масштабирование происходит. Но это наверняка не эксперимент, а уже состоявшийся факт. Ну, я это называю экспериментом. Почему? Нет. Егор Михайлович, процесс продолжается. Я здесь полностью согласен с Валерием Валерьевичем, но я не согласен с ним только в одном, в такой вот негативной оценке. Понимаете? Значит, вот то, что вы сказали, там эти самые индексы Хирша и прочее, это все сейчас уходит. Это беда нашего Министерства науки и высшего образования. На самом деле постановление правительства об отмене всех этих показателей вышло еще весной 2022 года, сразу после начала СВО. Другое дело, что наш министр и министерство на это очень долго не реагировали. И только после 3-го пинка президента России и премьера Мишустина, вот сейчас они начинают реагировать. Мы все сейчас заполняем проекты до 2030 года. Ну и что? С вас там, значит, требует опять цитирования Web of Science и Scopus? Уже нету. Не, уже нету. Нет, вот этих упоминаний нету. Там речь идет уже совершенно о другом, о белом списке. Ну как? А вы хотите, чтобы то, что ломали в течение 10 лет, за 1 год сразу бы восстановилось? Конечно, нет. Но тенденция позитивная есть, реально есть. Даже вот в институтах принимают ФРНД, на первом месте стоит там 100-200 баллов. Первый, второй квартал. Ну, уважаемые коллеги, нет, это задача вашего института. Мы в нашем институте эту систему пересмотрели коренным образом. А когда? Вот буквально в начале этого года. Значит, и во главу угла, как требует того стратегия научно-технологического развития России, поставили, наряду с фундаментальными, конечно, исследованиями, не просто прикладные исследования, а внедрение. Польза для народного хозяйства. Но я об этом в своем выступлении буду говорить. Публикации, Scopus и так далее. Как сейчас? Требования остаются так? Нет, их нет. Так. Их нет. Значит, утвержден в Российской Федерации белый список, так называемый. За основу взято предложение. Кстати, Российская Академия Наук, даже не ВАКа, а именно Российская Академия Наук,
Значит, и теперь вот эта вот разбаловка и так далее при подсчете там ПРНД и ПЭДа должна идти в соответствии с этим белым списком. Вот. Но, уважаемые коллеги, даже уже одно то, что впервые в истории новой России, как мы любим говорить, да, значит, президент Российской Академии Наук вошел в состав, по сути дела, Политбюро Совета Безопасности Российской Федерации. Красильников, да? Да. Ага. Это было при советской власти, да. Потом все это было разрушено. Красников сегодня член Совета Безопасности России. В Советском Союзе президент Российской Академии наук Советского Союза членом правительства. Всегда. Да. Вот это. Ну а сейчас, считайте, Красников Вот. не просто член правительства, Вот интересная ситуация. Вот а член Политбюро. насчет публикаций, да, зарубежных. Мы здесь, помните, наверное, 10 лет тому назад, как только в 2013 году вот реформа началась, по этим вопросам мы круглый стол проводили. Как раз сразу видно было то, что вот это сразу что-то не ладится, что-то не подходит нашему опыту, практике и так далее, и так далее. Наконец-то вот это, значит, вот отходим от этого, убираем вот эти моменты. Юрий Михайлович, по этому вопросу в 2013 году мы с Германием Филипповичем не только выступали на всяких совещаниях, мы писали статьи, выступления, в том числе федеральных СМИ и так далее. Да. Ну, вода камень точит, слава богу. Ну вот, тогда мы вот академика Асеева получили бы благодарность. Вы, наверное, помните. Понимаете, сама ситуация в стране и в мире толкает к этому. Нет, Вот ну это тут, здесь я бы сказал так, нет худа без добра, СВО нам помогает. ну это да, еще к этому, можно сказать, Кант, да, что говорил. Путина спрашивал, когда он был в Калининграде, да, студент спрашивал, как вы понимаете то, что Кант говорил, имейте мужество употреблять руководство своим разумом. Вот эта идея, кантовская идея остается. Хорошо, что тут спускают, да, но тут надо и самим IT, тут творческое понимание, творческое отношение требуется. Ну, ладно, коллеги. Так, вопрос еще. Да, я отвечу, что вот, да, конечно, последние год-полтора положительные тенденции наблюдаются, но перед этим фактически 10 лет шло только хуже. Ну да, это бесспорно. Количество, качество. Да. В какой-то мере профанация вообще наука, я имею в виду еще. Мы не дали довести науку до такого состояния, в которое опустили наше образование. А образование успели, к сожалению. Вот, коллеги, вот это необходимо нам изучать, исследовать то, что мы уже прошли недавно, выводы делать и дальше думать, как двигаться. Вот в этом смысле только вот эти моменты мы поднимаем вопрос. Так, ну, хорошо. Спасибо, Валерий Валерьевич. Ну, Борис Иванович, продолжайте. Так. Там у меня презентация. Этика написана в виде наверняка нет. Вот как раз озвучили кантовскую идею. Но у каждого должна быть своя этика, по идее. Но есть специальная комиссия по Это работает? классификации Да, работает. Нет, наук здесь все нормально. Российской Академии Наук. Я не знаю, еще работает или не работает. Работает комиссия. Но более разумно, чем раньше. Так, пожалуйста, Борис Моисеевич. Вот, кстати, к вопросу об этой комиссии. Еще где-то 10-15 лет назад Синергетика, лидеры которой в свое время были удостоены целой серии Нобелевских премий, у нас в стране признавалась лженаукой. Сегодня все повернулось на 180 градусов, публикуются монографии, очень серьезные исследования ведутся в этой области. Значит, вначале очень коротко вообще, что такое синергетика на современном уровне, а затем я попытаюсь применить основные понятия и положения синергетики
как теории самоорганизации систем именно к науке. Значит, ну, как я уже сказал, синергетика – это теория самоорганизации в системах самой различной природы. Поскольку речь идет о выявлении и использовании общих закономерностей в различных областях, то этот подход предполагает, безусловно, междисциплинарность, которая и означает сотрудничество в разработке этой теории представителей самых разных научных дисциплин. Значит, термодинамический и кинетический анализ существования эволюции самых разных природных систем, уважаемые коллеги, не только микро, макро, мегасистем физического мира, но на самом деле и биологических, и социальных систем, позволяет выявить базовые свойства систем, определяющие их способность к самоорганизации. Не все способны системы к самоорганизации. Вот если по принципу минимальной достаточности сформулировать эти критерии, то они будут следующие. Во-первых, это многоуровневая структурная организация, то есть сложность и фрактальность этой структуры. Это первое требование, первый критерий. Второй – это открытость по потокам энергии, вещества, и для более высокоорганизованных самоорганизующихся систем, к коим относится, конечно, и социум, это открытость по потокам информации. Третье – это значительная удаленность от термодинамического равновесия. То есть вот здесь, на первый взгляд, как бы парадоксальный критерий, парадоксальное требование. К самоорганизации способны те системы, которые неравновесны, причем далеко не равновесны. И четвертое – это нелинейность процессов в них происходящих. Нелинейность имеется в виду, что кинетические закономерности, временные закономерности процессов, протекающих в этих системах, они нелинейны, они подчиняются уравнениям как минимум второго порядка. Значит, показано, что процессы самоорганизации идут в таких системах с уменьшением внутренней энтропии, то есть с увеличением порядка в этих системах, хотя это, казалось бы, противоречит базовым фундаментальнейшим законам термодинамики. Но этот процесс может идти за счет рассеяния энергии, то есть увеличения хаоса во внешней среде. То есть самоорганизация в системах обязательно происходит за счет увеличения хаоса в окружающей среде. Ну, значит, рассеяние энергии – это диссипация, поэтому такие системы и называются диссипативными. Значит, еще одним очень важным критерием вот такого рода систем, который вытекает из физико-математического анализа существования таких систем, это структурное разнообразие. Вот я уже говорил о том, что первым критерием это сложность. Так вот, сложность обязательно должна дополняться структурным разнообразием. Если все составляющие этой сложной системы одинаковы, такая система к самоорганизации не способна. Вот это прошу, уважаемые коллеги, также иметь в виду, когда мы сейчас перейдем к рассмотрению, а является ли наука вообще в рамках социума самоорганизующейся системой. Значит, вот основные критерии я назвал, давайте сейчас на их основе и рассмотрим, что же такое наука. Ну, во-первых, наука – это действительно сложная, иерархически организованная фрактальная структура, пронизывающая все сферы деятельности достаточно высокоразвитого социума. Значит, элементы – это отдельные ученые, в том числе научные лидеры, пассионарные личности, аттракторы, то есть области притяжения – это поисковые группы, лаборатории, научные отделы, институты, научно-производственные объединения, академии наук, либо научные центры типа Курчатовского центра. И вот в этом смысле, значит, целый ряд, в том числе академиков, член-корреспондентов Российской академии наук, очень негативно отнеслись к тому, что Курчатовский научный центр стал выдергивать ряд институтов из структуры Академии наук. На самом деле, с точки зрения самоорганизации, это позитивный процесс, потому что, повторяю, любая система
пусть даже сложно организованная, в которой все элементы значит, одинаковы по своей структуре, она очень быстро теряет способность к самоорганизации. Так вот, создание альтернативных научных центров, не входящих в систему Российской академии наук, это как раз выход из этого положения. То есть я попытаюсь, уважаемые коллеги, те процессы, которые сегодня происходят в науке и которые перспективны, оценивать именно с точки зрения позитивности, соответствия основным критериям самоорганизации. На мой взгляд, это на сегодня самое важное. Это именно то, что позволяет нам в какой-то мере спрогнозировать, дать некий прогноз развития науки в рамках социума и для социума. Вот это очень важно. Значит, второе. Является ли наука открытой системой? Да, конечно, является. Причем, что очень важно, не только по потокам вещества и энергии, но и, что может быть наиболее важно для нас, это информация. В этом отношении наука по определению не может быть ведомственной, региональной, национальной, искусственно ограниченной тем или иным образом в отношении своего фундаментальнейшего свойства – открытости. И, между прочим, те процессы, которые протекают, значит, у нас в глобальном социуме, начиная там с февраля, с весны 2022 года, вот тоже идут в этом русле. Да, были ограничения, ограничить, скажем, там, экономические взаимосвязи, политические взаимосвязи, но ведь это на самом деле по такому вот, по глубинной сущности не относится к науке. Мы с вами все равно так или иначе взаимодействуем с нашими зарубежными коллегами. И слава Богу, системы связи нам это позволяют. Да, есть определенные ограничения в отношении финансовых потоков из-за рубежа или, допустим, из России за рубеж. Но информационное взаимодействие продолжается, и это чрезвычайно важно. Третье. Значит, поскольку главной функцией науки является генерация новых знаний и разработка технологий для их реализации в практической деятельности человеческих сообществ, я подчеркиваю вот эту вот вторую часть функции науки, значит, то она по самому своему сущностному содержанию является системой далекой от равновесия. И поскольку процессы в ней развиваются нелинейно, что имеется в виду? Особенно в периоды, моменты научных открытий, своего рода озарений, возникновения новых информационных диссипативных систем, как правило, являющиеся итогом накопления информации в предшествующий период на этапах экспериментальных проверок рабочих гипотез. Вот очень хорошо, я считаю, это проиллюстрировал как раз Валерий Валерьевич в предыдущем сообщении. В этой связи в науке выделяют периоды накопления новых знаний, то есть периоды относительно монотонного развития диссипативных структур. И, как отметил Валерий Валерьевич, действительно, в эти периоды, значит, главными акторами в поле науки являются, может быть, даже не гениальные ученые, а именно трудяги науки. Значит, но для науки в обязательном порядке характерны, как для любой самоорганизующей системы, и периоды взрывной генерации. Это открытий, озарений, появление новых теорий, принципиально новых технологий, являющихся ярчайшим примером итога так называемого режима с обострениями. И дальше бифуркации, когда существует два варианта траекторий эволюции любой самоорганизующейся системы. И вот на этом, значит, я бы тоже хотел заострить ваше внимание. Значит, примерами таких открытий, но мы очень много знаем, я не буду перечислять, начиная от Ньютона, Менделеева, включая Альберта Эйнштейна, квантовой теории ядерной физики и так далее. Здесь просто хотел бы сказать, что вот интересная такая историческая закономерность. Вот такие этапы
взрывного развития, так называемого режима с обострением, по крайней мере, последние столетия совпадают с началом столетий. Пример этого, пожалуйста, организация в 1724 году, в начале XIX века, Российская академия наук. По-видимому, не просто так. Начало XIX века – это как раз развитие теории термодинамики и так далее, и, соответственно, новые технологии в связи с этим. 20 век. Ну, все мы знаем прекрасно научно-техническую революцию, вначале научную, а затем технологическую 20 века. Сегодня, в начале 21 века, ведь на самом деле происходит очередная научно-технологическая революция, примеры которой очень хорошо Валерий Валерьевич уже привел. Значит, вот хотелось бы еще обратить внимание на такое свойство науки, как самоорганизующая система, это бифуркационность. Я уже сказал, что в эволюции наиболее значимых научных открытий мы видим так называемую социальную раздвоенность развития и самой науки, и соответствующих технологий ей рождаемых. Например, открытия в ядерной физике дали начало как созданию ядерной в будущем, мы все надеемся, термоядерной энергетики, так и практически одновременно созданию ядерного оружия. Открытие в химии, позволяющее синтезировать новые вещества, является основой создания как новых материалов с принципиально новыми полезными свойствами, но одновременно новых взрывчатых материалов, боевых отравляющих веществ, наркотиков и так далее. Вот в этом проявляется как раз бифуркационность науки. Открытия в области биологии позвляют создавать новые медицинские технологии, продлевающие и повышающие качество жизни человека, но одновременно это биологическое оружие, это новые вирусы, это патогенные бактериальные штаммы. Мы с вами совсем недавно пережили пик пандемии, который, уважаемые коллеги, не заканчивается, поскольку на сегодня практически во всех странах фиксируется массовое распространение так называемых вторичных, отложенных осложнений после вируса COVID-19. Открытие в области информационных технологий. Вот Валерий Валерьевич тоже уже проиллюстрировал сегодня. С одной стороны, позволяет на порядке ускорить информационные потоки в социуме, способствующие повышению качества и образования, и технологических производственных процессов, систем управления, но одновременно повышающих эффективность технологий, промывания мозгов, генерации фейки, психолингвистического кодирования, иных способов зомбирования, оглупления человека путем размывания черт личностной и биологической индивидуальности. Вот все вышесказанное позволяет с уверенностью, сейчас я буду заканчивать, утверждать, что наука, как надотраслевая, наднациональная, глобальная и общечеловеческая сфера экономической, социальной и культурной деятельности, соответствуя всем критериям самоорганизующих систем, безусловно, таковой является именно в глобальном масштабе. Ну и в связи с этим хотелось бы на несколько следствий того, что наука является самоорганизующей системой, обратить ваше внимание. Во-первых, в связи с изменениями современной внешней по отношению к науке, геополитической, социально-экономической, природно-климатической среды для сохранения способности к самоорганизации должна измениться и структурно-функциональная составляющая самой науки. А именно, должны измениться акценты во взаимоотношениях науки с государством и обществом. Значит, если вы помните, в советские времена, да и в 90-е годы бытовала такая фраза: что такое наука? Способ удовлетворения собственного любопытства за счет государства. Теперь эта формула не проходит в принципе. Вопрос стоит не столько в том, что государство должно дать науке, чтобы она сохранилась, сколько в том, что
что наука может и должна дать обществу и государству, чтобы они развивались в современных геополитических и социально-экономических условиях. Во-вторых, синергетический подход показывает, что в режимах с обострением, вот этих самых режимах нелинейности макросоциальной системы, а на самом деле именно в таком состоянии в настоящее время находится как глобальный социум, так и многие национальные социумы. Для сохранения способности к самоорганизации субсистемы, к коим относится и наука, должны максимально увеличиваться их структурно-функциональное разнообразие. Пример чего я уже приводил с Курчатским центром. Применительно к науке это означает обязательное расширение разнообразия форм организации научной деятельности, взаимодействие с специальными потребителями научных знаний и технологий, информационных и иных контактов не только с государственными, но и с общественными субсистемами. И в этом отношении требования и правительства, и самой Российской академии наук на более широкое использование ученых и научных знаний в рамках образовательной деятельности всего нашего общества, через общество знаний и так далее, вот как раз относится к таким формам сохранения способности науки к самоорганизации. Ну и, наконец, последний, может быть, пример. Понимание синергетической природы науки как надотраслевой сферы человеческой деятельности позволяет по-новому подойти к решению задач, поставленных перед научным сообществом России в недавнем послании президента Российской Федерации и в указе президента о стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Например, именно синергетический анализ позволяет предложить наиболее эффективную форму стимулирования развития инновационной экономики в системе научная структура, индустриальный партнер. Путем финансирования, вот сейчас, может быть, в понимании некоторых участников нашего заседания это прозвучит нонсенсом, но путем финансирования развитие прикладных исследований и особенно процесса внедрения разработок в масштабное инновационное производство не через прямое финансирование науки, а через целевое безвозмездное субсидирование предприятий индустриальных партнеров, которые бы заказывали у науки нужные им разработки. Причем финансирование науки именно не просто так, а через приобретение индустриальными партнерами инновационной товарной продукции, либо новых технологий, необходимых индустриальным партнерам для расширения объема производимой инновационной продукции или для новых технологических решений, которые сразу же в силу особой заинтересованности индустриальных партнеров внедрялись бы в масштабное производство. Вот так у меня получилось по жизни, что еще в 2008 году я оказался свидетелем того, что по подобной схеме финансового механизма канцлер Германии Ангела Меркель очень быстро и эффективно вывела из глубокого кризиса наиболее наукоемкие отрасли промышленности и одновременно высокотехнологичные научные структуры ФРГ. Ну, я это очень хорошо знаю на примере транснационального концерна Bayer. Значит, мое время уже далеко истекло. Мы более подробно излагаем эти вопросы в монографии, которая уже включена в план издания Сибирского отделения и к концу второго полугодия должна выйти в свет. Спасибо за внимание. Ждем этого издания. Так, пожалуйста, коллега, вопрос. Борис Моисеевич, да. Да. Вот тема у нас такая же. Анализ системы организации наук республики. Остающие проблемы, новые проблемы. Вот насчет искусственного интеллекта. Что у нас в республике делается? Внедрение искусственного интеллекта, например, в области криминалистики. С точки зрения, допустим, выдвижения версии по раскрытию преступлений.
точки зрения изучения личности подозреваемых лиц, вот, с точки зрения вот, вообще выявления всего кода маршрута подозреваемых лиц. Вот у нас по этому направлению какая-нибудь работа ведется ли внедрение искусственного интеллекта? Так, значит, ну, попытаюсь тут ответить. Конечно, с точки зрения криминалистики это не моя сфера, но так получилось по жизни, что я буквально вот на прошлой неделе общался, значит, со следователями отдела по раскрытию особо опасных преступлений, по-моему. Есть такой отдел Есть. в системе МВД. Вот я с ними общался, и насколько я... И в связи с чем? Неважно. И насколько я просто вот убедился, что ребята очень продвинуты, и они действительно начинают использовать некоторые системы искусственного интеллекта в своей работе. Значит, но мне более близок другой пример. Значит, это наши коллеги, ученые, научно-производственный центр фтизиатрия, значит, уже вместе с математиками из Московского университета разработали и внедряют технологии искусственного интеллекта для повышения точности диагностики туберкулеза. Такая система уже работает на основе искусственного интеллекта. Материал для обучения компьютера Ну там томские же на случай. как раз передали наши фтизиатры. Они являются авторами этого применения Кравченко. искусственного интеллекта. Ну, Кравченко сейчас уже ушел, но Ушел, да? да, там команда очень хорошая сейчас. Да? Да, там замдиректора по науке Винокурова Мария Константиновна. И вот под ее руководством и под руководством нового генерального директора НПЦ «Фтизиатрия» эти работы очень активно и эффективно идут. Это вот то, что мне известно. Хорошо. Пожалуйста, кто еще? Еще вопрос? Да, пожалуйста. Вот какие наши связи с космической наукой? Мы вчера, значит, организовали встречу с представителем космоса. Здесь он докладом выступил. Вообще интересно. Вот оказывается, с космоса, да, могут нам дать данные о загрязнении нашего века, Могут. о незаконной порубке леса, Могут. о незаконном строительстве, незаконных сносах и так далее. Вот у нас связи с космической наукой есть или нет? Значит, ну, это, опять, это не моя область, но насколько я в курсе, вот, может, Валерий Валерьевич более в курсе, чем я, насколько я знаю, наш институт космофизики с ними активно работает как раз вот по расшифровке космических данных, в том числе, например, это мониторинг пожароопасной ситуации. По пожарам, да. Ну, там, по грозам, но не только по грозам, а в целом по пожароопасным ситуациям в связи с целым рядом таких вот фактологических данных. Да, это институт космофизики наш. Это то, что я знаю. Валерий Валерьевич, наверное, меня дополнит. Да, пожалуйста, Валерий Валерьевич, вопрос. Да, у меня вопрос, но я тоже немножко дополню. У нас институт занимается предсказанием и прогнозированием наводнений. Вот с помощью ГИС тоже, геоинформационных систем, это обработка аэрокосмических снимков. То есть снимки, это мы готовы были бы напрямую, конечно, с Роскосмосом взаимодействовать. И снимки очень трудно высокого разрешения получать. Структуры есть, частные, Да. частные. Если вот будет возможно напрямую, естественно, было бы лучше. А так у нас выполняется вот уже цикл НИР под руководством сотрудника нашего института. То есть коллектив, у него отдел работает. И такие работы выполняются совместно с саратовскими учеными и томскими тоже. Вот, Борис Моисеевич, у меня вопрос, вот почему вы решили, что синергетика была какое-то время под запретом? У меня, например, кандидатская диссертация прямо напрямую была по синергетике. Применение синергетики в материаловедении. Я могу сказать, значит, потому что когда я начинал эти работы, так, вот, значит, я даже попал в поле зрения этой самой комиссии. Вот. Ну и мы, правда, пришли к нормальному консенсусу, но разговор был такой, скажем, на повышенных тонах. Потом от меня отстали. Был период. Ну, вы же знаете, что в свое время, значит, Пригожин, лауреат Нобелевской премии как раз, да, за модель бруселятора, это такая
кинетическая модель самоорганизующейся системы, когда где-то в конце 70-х годов его, значит, пригласили, по-моему, еще был жив Ландау, значит, он его лично пригласил в Московский университет, на физфак его не пустили, потому что это считалось буржуазной лженаукой. Ну, это как бы в развитии кибернетики, генетики и так далее в то время было. Вот. Отголоски были еще в конце 90-х, начале нулевых годов. Сейчас этого нет. Просто в 90-х годах это было бурное направление, и там занимались, это термодинамическая концепция Пригожина, но у нас занимались, это вот в институте систем, по-моему, нет, не Белоусов, это был Курдюмов, Малинецкий. Нет, я прекрасно их знаю и цитирую их работы, совершенно верно. Но как только закономерности самоорганизации систем пытались применять к системам более высокого уровня, включая социум, вот, у того же Малинецкого были большие проблемы. Ну да, то есть это они необоснованно их, недостаточно обоснованно применяли. Послушайте, вы говорите, что только для сложных систем. Но, например, ячейки бинара, разве это сложная система? Простое масло. Или вот реакция Жаботинского, Белоусова. Давайте сейчас мы не будем в это вдаваться, ладно? Реакция, значит, Белоусова-Жаботинского. Вы что, не знаете, что Там два Белоусова химических вещества просто между собой гнобили несколько десятилетий? Правда, потом дали Ленинскую премию, правда, Белоусову посмертно. Вот. Ну, то есть признали в итоге? Да? Ну, нет, я же не говорю, что у нас до сих пор не признают. Да, признают. Но был период, когда синергетику вслед за кибернетикой и генетикой у нас в стране причисляли. Ну, наверное, не все наверняка. Нет, Просто конечно, не все. Я считаю, что это вот у меня был в молодости грешок, да, по синергетике, да. Нет. Но а сейчас есть более общие подходы. Синергетика считаю, это несколько ограниченный подход. Я его ни в коем случае не считаю своим грехом, наоборот, мне это в свое время вообще раскрыло глаза на мир. Валерий Это Валерьевич, мое понимание. я бы так не сказал, что Ну, ограниченный как бы подход. Наоборот, это Для науки методология. это пройденный этап, мне кажется. Это с точки зрения вашей. Так, пожалуйста. Да, Анатолий Панасевич. Ну, давайте я скажу в отношении экономической науки. Но в этом году, конечно, юбилейные события 300-летия Академии наук, 30-летие Академии наук Республики Саха-Якутия, да и нас юбилей 30 лет финансово-экономического института и так далее. То есть юбилейных мероприятий много. Но с этих и реформ, которые были последние 30 лет, мне кажется, в моем представлении больше всего пострадала гуманитарная наука. И это началось в основном с момента резкого изменения политики государства, руководства нашей страны в отношении этих наук. Начали примерно с ликвидации госплана в стране. Это очень удобно им было для того, чтобы захватить основными ресурсами страны в свои руки и потом путем приватизации присвоить и так далее, им была открыта дорога. Наряду с закрытием вот Госплана и его научно-исследовательских институтов, конечно, пострадала экономическая наука. И совсем недавно, некоторые институты старались как-то сохранить. Сейчас только в моем представлении остался СОПС, Совет по изучению производительных сил страны. Совсем недавно закрыли институт макроэкономики. А давно закрыли научно-исследовательский институт по статистике и так далее. То есть при советской власти все-таки экономические показатели, вся экономическая система находилась как будто система, знаете, электронная система, точным определением основных показателей развития экономики страны, да и прогнозные данные, то есть можно было бы получить все данные по этой системе. Всего 30 лет назад они решили решительно отказаться от этого. К чему это привело?
конечно, это привело к тому, чтобы мы совсем непродуманно стали переходить к рыночной экономике. Сама рыночная экономика – это закономерность экономического развития любой страны. А рано или поздно мы должны были переходить к системе рыночной экономики. Ну, в 60-х годах Косыгин Алексей Николаевич, будучи председателем правительства, предлагал перейти к рыночной экономике. Но ему это не удалось. А в 70-х годах Китайская Народная Республика перешла к рыночной экономике. С чего они добились, вы прекрасно знаете, это первая страна по покупательной способности мира. Вот на второе место выходит Соединенные Штаты Америки, третье место Индия, четвертое место Япония. Мы пока довольствуемся пятым местом. Да, пятым местом, но стремимся перейти на четвертое место. Если мы ежегодно будем наращивать темп роста валового внутреннего продукта по 2%, то мы, естественно, к 30 году можем перейти на четвертое место. Поэтому в экономическом развитии нашей страны, конечно, допущено очень много этих проблем, допущено очень много ошибок, и, естественно, все это создали определенные проблемы на развитие нашей страны. Ну, очень отрадно, что в последнее время под руководством Путина стали внедрять основные принципы развития нашей рыночной экономики. Анатолий Панасович, еще у нас второй вопрос есть сегодня. Так. Продолжение. Ну, я скажу до конца, а потом вы второй продолжите, да. Да. Ну, вот, знаете, стали восстанавливать то, что можно было бы восстановить в современных условиях рыночной экономики. Я хочу сказать все это с точки зрения организации образовательной системы, с точки зрения организации науки. Потому что каждая наука, каждая сфера науки имеет свою структуру, свою систему организации, свои основные принципы организации. Естественно, зависимость от этого формирует кадры. Вот в связи с этим я хочу сказать, что 30 лет тому назад у нас в университете было, знаете, подход к подготовке экономических кадров более другой. Да, отраслевой подход был. Была специальность открыта уже в 1992 году на факультете геологии, геологического факультета, сейчас в институте, вот, по экономике горной промышленности, геологии, да, специальность. Это чисто отраслевой подход. По линии физического факультета был открыт специальность по экономике гранитной промышленности. Да. Вот когда меня пригласили в 1993 году вот, на заведование, вот, на должность декана факультета, при открытии факультета, я предложил вот систему в условиях рыночной экономики. Какие? 1 минута. Да, какие специальности могут быть? Вот эти специальности открытия, они до сих пор сохранились. Естественно, вот дальше можно развивать эту специальность за счет специализации, можно расширить это. Далее, по отношению развития экономической науки, я хочу сказать, что можно было бы создать институт, академический институт по рыночной экономике. Я помню, в 1975 году было принято решение Бюро областного комитета партии об открытии экономического института Севера. Да, так и была сформулирована, но это открыли только в 1986 году. Я тогда секретарем обкома по идеологии был. Все документы проходили через областной комитет партии. Потом через определенное время открыли на базе этого института эффективного использования природных ресурсов Севера был открыт Институт региональной экономики. Да. Притом эти два института, сейчас одну минутку,
института, они работали в основном как академические институты. Потому что принцип был академического института. Координация всех научных исследований научно-исследовательских институтов для ускоренного развития производительных сил и республики. Вот это руководство в основном велось под руководством Черского Николая Васильевича. Поэтому намного легче было с точки зрения координации всех научных исследовательских институтов для ускорения развития производительных сил. Анатолий Афанасьевич, извините меня, у нас еще второй вопрос, вот выступающие есть. Вот потому что, экономическая наука, но еще масса других технических наук, по гуманитарным наукам хотелось бы сегодня еще. Да? Но когда мы это успеем... Да, извините, Анатолий Афанасьевич, я прошу. Так, но это важно. Вот я чувствую, действительно, ограничиться можно было бы только одним вопросом, который поставит и более-менее, это уже в следующий раз может быть, да, и экономические, и юридические проблемы, юридическая наука, с моей точки зрения, вообще, как науку мы в республике особо даже мы не затрагиваем, мне кажется, хотя есть доктора юридических наук. Я в свое время, когда я даже говорил, мою бытность председатель, ладненько. Но у нас, я бы тоже хотел тут по этому вопросу, но тут времени нет, поскольку связано с энергетикой, да? Хотел задать вопрос вам. Вы, когда над монографией работали, примерно вы заметили, наверняка, сколько публикаций примерно, какая активность связана через этот призм, через эту методологию исследования науки как самоорганизующей системы. Есть, нет? Или вы пионеры? Нет, ни в коем случае не пионеры. Наоборот, я бы сказал, что основные положения теории самоорганизации с энергетики вот в последние, наверное, лет 5-7 экспоненциальный рост публикаций гуманитариев. В том числе. Да. В том числе. Ага. Причем очень хороших, продвинутых работ. Как монографических, так и статейных работ. Я не слежу, поэтому я хотел вот это спросить. И потом, выступать хотел бы, но это опускаю, поскольку связано с этой с энергетикой наука с точки зрения, как, тоже система двух моментов. Во-первых, как вообще научное знание, связанное тоже с системой, масса разных естественных наук, гуманитарных, общественных наук. Если так как систему посмотреть, то тоже многое можно выяснить, что отстает, что успевает. С другой стороны, наука – это организация, система организации, связанная с Академией наук, институтом, всякие вот это управленческая структура и так далее. Тоже там, если как систему, как с энергетической точки зрения подойти, очень многое там можно. Вот, как раз вот Российская Академия Наук мы говорили. Вот эта структура как? Насколько она живуча, насколько не грядет ли еще другая, значит, напор, атака на Академию Наук, как в 2013 году, понимаете, да? Вот это тоже интересный момент с точки зрения энергетики. Насколько она эффективная система это. Вот. Анализ. Значит, вот мы все ругаем правительство, да, которое в 2013 году, как мы говорим, там чуть ли не разогнало Российскую Академию Наук. Понимаете, но ведь на самом деле сама система Российской Академии Наук, да, в то время очень сильно отстала от требований времени. То есть сама Российская Академия Наук, причина в чем тогда ее руководство, причин тут, наверное, несколько, но одна из них – это космос этой системы. Вот давайте вспомним. Значит, Российская Академия Наук 300 лет. Да? Рекордсменом по занятию должности президента Российской Академии Наук за 300 лет является Юрий Сергеевич Осипов. 20 с лишним лет. 20 с лишним лет. Да, президент. Понимаете, 20 с лишним лет. Да. Это один из моментов. Но он очень такой вот
иллюстративный этот момент. Да. То есть сама система, сама структура Российской Академии Наук вот на протяжении, по крайней мере, предшествующих 2 десятилетий не развивалась, не эволюционировала. Да. То есть здесь в одинаковой мере, с моей точки зрения, ну, по-моему, не только с моей точки зрения, виноваты как чиновники в правительстве, так и сама система Российской Академии. Хорошо, Борис Моисеевич. Дальше. Вот это вопрос. Значит, после этого был значительный такой переходной период, когда вот искали оптимальные формы структуры взаимодействия и так далее. Да? На мой взгляд, буквально вот только в последние, может быть, пару лет более-менее стала выкристаллизовываться новая система, структура организации науки в России, в которой не только Российская Академия Наук. Хорошо, ну просто я имел в виду в 2013 году, когда... Ведь вы знаете, правительство внесло в Государственную Думу не больше, меньше о ликвидации Российской Академии Наук. Вы это знаете? Знаю, я об этом я и говорю. Об этом я и говорю. Мы даже знаем, кто спас Российскую Академию. Вот в том-то и дело. Наши корифеи наук, да и зарубежные академии тоже. Ну хорошо, переходим к следующему. Значит, Иммануилу Канту. Тут мало времени мы оставляем. Но, тем не менее, у нас изъявили желание принять участие, выступить. Пожалуйста, я предоставлю слово Виктории Власьевне Михайлова, кандидат философских наук, доцент, это и государственный университет наш родной. Пожалуйста, Виктория Власьевна. Всем доброго дня, спасибо за предоставление слова. Вот тема нашего выступления звучит так. Читать Канта. Двоеточие. Философия образования в работе студенческого научного кружка «Медленное чтение». А также в конце будет проведен краткий анализ представленности и доступности трудов Иммануила Канта. По мнению Иммануила Канта, чтение – это творческий процесс, который основан на чувственном и на рациональном познании. Поскольку при чтении активизируется сила воображения, память, способность рефлексировать, необходимо читать медленно. И вот на вопрос, что такое медленное чтение, наш современник Валерий Александрович Подорога, наш российский философ, дает следующий ответ в работе «Время читать». Он пишет так. Современный человек, читатель в том числе, находится по крайней мере в 4 временных потоках. Это сверхбыстрое время, медленное и сверхмедленное время. Объясняя суть каждого временного потока, Подорога определяет медленное чтение как особое время, как будто, цитата, как будто оно находится в полном распоряжении читающего, воспринимающего и, конечно, понимающего, то есть субъекта, способного ориентироваться в информационных потоках и склонного их селекции. Цитата заканчивается. Таким образом, медленное чтение противостоит быстрому потреблению текстов, скольжению по поверхности. Это практика чтения, которая ориентирует читателя на творческую работу, по добыванию смыслов из текста, продуктивности от чтения и получения удовольствия от самого процесса. Теперь немного о том, как применить философию образования Иммануила Канта при медленном чтении. Вот в кружке, где мы изучаем различные тексты, читаем различные тексты, вот как раз мы применяем те принципы, которые есть у Канта. Философия образования Канта – это система, состоящая из 3 взаимосвязанных частей – просвещение, воспитание, образование, которые образуют цели и идеалы всякой педагогической деятельности. Центральными работами являются первая работа, которая была написана в 1784 году, это статья его «Ответ на вопрос, что такое просвещение», всем известная работа. В 1798 году «Антропология с прагматической точки зрения». В 1803 году это «О педагогике», трактат.
Знаменитое изречение Канта о просвещении, как о выходе человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине, указывает на то, что максимой всякого образования является научение пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Просвещение понимается им не как эпоха, а как личное просвещение, автономное преодоление ограниченности ума. Принцип воспитания Канта связан с его учением о категорическом императиве. Это долг наставника и воспитателя. Он, кстати, тут проводит различия, да, кто наставник и воспитатель. Принцип обращен прежде всего тем, кто планирует связать свою деятельность с воспитанием учеников. Цитата Канта. «Дети должны воспитываться не для настоящего, а для будущего, возможно, будущего состояния рода человеческого, то есть для идеи человечества и сообразно его общему назначению». Цитата заканчивается. Этот принцип касается не только детей, но и, конечно же, студентов, поскольку формирование личных качеств и обучение должны быть с учетом состояния современности и возможных тенденций постсовременного мира, куда им предстоит вступить в качестве не только специалистов, но и гармонично развитых личностей. Конечная цель воспитания по Канту – это идеи для человечества, то есть для всеобщего блага человечества. Следуя принципу воспитания Канта, в кружке «Медленное чтение» подбираются такие тексты, которые обладают общечеловеческой ценностью и постановкой актуальной проблемы современности. Можно так получить? Пока это подготовить. Образование невозможно без дисциплины и обучения. В работах Иммануила Канта мы находим методические указания по обучению самостоятельному мышлению. Размышление должно сопутствовать всякому чтению и изучению. Для этого необходимы две операции мышления. Первое – это способность схватывания, второе – это отвлечение. Схватывать данные представлений значит сосредоточиться на внутреннем опыте созерцания, понять смысл прочитанного. Например, сложные философские тексты оказываются для студентов непонятными, смутными, неясными, неотчетливыми. И в итоге не возникает внутреннего эмпирического опыта схватывания. Чтобы преодолеть подобные препятствия на пути познания, Иммануил Кант дает такой совет. Как прояснить и отчетливо представить объект познания, поскольку без ясного представления не могут быть сформулированы собственные суждения. Задача в таком случае – разобраться с представлениями, добиваясь ясного созерцания вещи, то есть отличить один предмет от другого. После того, как представление дает нам картину ясно и отчетливо, следующим шагом является способность отвлечения, абстрагирования для образования общего понятия. Вот мы сейчас представим вам видеоролик по проведенному нашему заседанию в кружке «Медленное чтение» в стенах нашей национальной библиотеки. Ну а потом после этого слово я предоставлю Светлане Иннокентьевне. Пожалуйста. Пока идет, я могу почитать слова Канта, да, которые как раз очень тесно связаны с тем, что говорили до этого, например, Валерий Валерьевич, да, говорил. Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою, и врач, предписывающий мне такой-то образ жизни и тому подобное, то мне нечего не утруждать себя.
То есть вот именно эту цитату Иммануила Канта из работы «Что такое просвещение» привела для того, чтобы вот как раз Валерий Валерьевич, он говорил именно о том, что есть искусственный интеллект, да, который сегодня вот может нам анализировать, рефлексировать, да, и тем самым люди, они перестают мыслить, перепоручают вот это сложное дело искусственному интеллекту. И вот сейчас идет конкуренция между, получается, искусственным интеллектом и теми людьми, которые вот должны мыслить самостоятельно. Пожалуйста, сейчас вот обратимся к видеоролику. Так, это у вас кружок, да? Это кружок, ага, сейчас. Библиотека идет. Французская должна быть важна для нашей профессии, и тем не менее учение Канта о просвещении тесно связано с нашей профессией, о свободе слова в частном слове, публичном. Ведь наша профессия – это давать человеку право просветиться в наших учреждениях. Прошел кружок «Медленное чтение» по тексту Иммануила Канта «Что такое просвещение». И если говорить про суть кружка, то здесь мы читаем текст в медленном темпе, что позволяет больше понять сложные тексты философов. Спасибо. Хорошо. Дальше я предоставляю слово Да, я Светлане скажу. Никитиной. Сейчас тут я сегодня открытый я сделал. Есть, оказывается, научно-исследовательский институт чтения имени Столярова. Вы в курсе, коллеги? Да. Сегодня представляет вот этот институт Мальтунова Светлана Иннокентьевна. Пожалуйста. Да, это наш институт. Это структурное подразделение Национальной библиотеки. Штатно у нас 8 сотрудников. И у нас как раз такой подход междисциплинарный. Там мы, получается, привлекаем специалистов и философов, и педагогов, и представителей социологов самых разных, отраслей. И надо сказать, что научно-исследовательский институт имени Юрия Николаевича Столярова, он как раз инициировал проведение занятий на площадке библиотеки как социального института, где как раз это очень более всего оптимально проводить, где вполне возможно как раз соединить то, о чем сегодня мы все говорим, достижения науки в плане методологии и созидающего чтения технологий, достижения практики библиотечной и, собственно говоря, образовательный процесс. Если мы изучали, как раз готовясь к этому докладу, мы изучали различные информационные ресурсы, где бы представлены были бы какие-то определенные издания по персонале Иммануила Канта. И здесь был очень интересный, обратились к интернет-порталу Кант онлайн. Пожалуйста, скажите, кто-нибудь из вас обращался к нему? Нет. Кант онлайн. Нет, да? Наверное, нет. Это очень интересный интернет-портал. Он создан Академией Кантиана на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. И в нем можно найти открытые образовательные ресурсы летних школ, которые проводятся при институте, публикации с открытым доступом, полный архив с 1975 года по 1923 год кантовского сборника, публикации с открытым доступом, и также представлены списки русской, иностранной литературы, а философы с последним пополнением, к сожалению, от 2014 года тоже, который говорит о том, что, скорее всего, актуализация уже как раз закончилась именно этим годом. Также есть разделы, где анонсируются и освещаются научные мероприятия, и в том числе там очень широко представлен Международный конгресс философов, который в апреле месяце, собственно говоря, и пройдет, и как раз мы там должны будем с Викторией Власевной выступить для этого, собственно говоря, мы и готовились, и сегодня получается у нас апробация этого доклада, да, как раз перед научной общественностью Якутии. И
К сожалению, вне поля внимания осталась непосредственно цифровая коллекция трудов самого философа с полным доступом к текстам. Это, ну вот я была просто поражена, потому что большое количество ресурсов просмотрела, и естественно, в информационном пространстве и нашей республики, и в целом страны вот это вот положение дело не очень удовлетворительное. И мне кажется, в будущем при формировании вот такого основного ядра будущей цифровой коллекции можно было бы опереться на очень интересное предложение старшего научного сотрудника Института Канта Валерия Валерьевича Балановского, который ведет авторский очень тоже любопытный подкаст «Словарный запас» с Валентином Балановским на платформе ежедневного аудиожурнала под FM, где он предлагает некий такой ознакомительный курс из 6 произведений, небольших по объему, но предельно ясных. Далее он прямо выстраивает целый план чтения по принципу от простого к сложному, где предваряются книги о Канте, список литературы от начального до продвинутого уровня. И также в его экспертном опросе приоритетные задачи кантоведения на ближайшие десятилетия был предложен пункт «Популяризация наследия Канта» через ряд предложений, среди которых вот как раз повышение доступности трудов философа для всех желающих изучать и жить с этим самым девизом «Имей мужество пользоваться собственным умом». Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, вопросы нашим. Вы, то есть, участвуете вот в этом конгрессе, который будет в Институте Канта? Да. В Калининграде, да? Я тоже туда подавал заявку, и причем по основной тематике. Мне сказали, из-за большого количества докладов, ваш доклад мы не заслушаем, можете быть просто слушателем. Мы ваш доклад не будем заслушать. То есть у вас такого не было? У нас включили заявку. Получили То есть я слушатель, и как раз я заглянул там, я просто не запомнил название этого портала, там, где вот все произведения фактически. Да, это вот об этом. Да. Ага. Ну, то есть, да, я при подготовке очень каких-то докладов очень удобно пользоваться. Да, ну вот особенно я хочу попросить, ну не попросить, а вот я бы хотела обратиться к двум предыдущим докладчикам. К сожалению, тут, оказывается, не ведется запись нашей встречи. Ведется. Ведется запись? Это все будет выложено? Ну, отлично, хорошо. Просто я хотела пригласить отдельно для того, чтобы вы как бы вот эти самые повторили доклады Вы вообще можете пригласить. Вот да, конечно. У нас будет в мае месяце фестиваль чтения, он в этом году у нас межрегиональный, и, конечно, вот эти все проблемы, которые вы здесь поднимали, и вот это очень актуально, интересно. Да. Я думаю, что можно целую секцию какую-то сделать, организовать. Да, вы имеете в виду, вы находитесь на территории Академии наук Республики. Да. У нас масса крупных с мировым именем здесь ученые уходят. Так что, пожалуйста, вы в любое время обращайтесь. Давайте дружить домами, что называется. Так, да, у меня вопрос. Кажется, Матрашилова из Института философии, значит, она издала полное собрание сочинений Канта, новое издание, ряд лет тому назад, такая информация у меня была. Это есть уже, да? Наверняка. В смысле, ресурсы у библиотек основных социальных институтов, которые предоставляют населению информацию, документальную память, она очень разрозненная. Поэтому вот конкретно сказать, что в этой системе, я бы так не сказала, это нужно отдельно, я поищу, посмотрю, и я могу вам справку такую дать. Да, когда я писал статью о Канте, значит, я старыми изданиями, конечно, они тоже научные, вполне пользовался. Потом я узнал, что у Матрашиловой, значит, Институт философии Российской академии наук. Они, значит, Презентация там будет. Как раз стоит, значит, на сайте, где конгресс, да, самой первой странице, там написано, что будет презентация собрания Канта. Там хорошо. По приезду вы потом нам расскажете. Встречу можем мы организовать. Петр Николаевич Жандоров, кандидат философских наук, пожалуйста.
у него тоже есть мысль, идея. С учетом того, как мы с вами раньше по телефону договаривались, да, у меня очень короткое, наверное, будет выступление, потому что вы мне говорили, что кое-как 5 минут, наверное, будет же, да? Да. Так, поэтому, например, у меня тут немного, да? Вот я, значит, тоже очень старая книжка, пользовался же, да, «Жизнь замечательных людей», это Арсений Владимирович Булыга же, да? И советское время, 1977 год, и, значит, такая книжка у меня имеется. Значит, и там в главе 4, глава 4 под названием «Идеи личности», значит, говорится, между прочим, что, оказывается, когда Канту исполнилось 60 лет, еще половины даже трудов его почему-то не было же, да, как ни странно. Потому что в 1784 году мыслитель из Кёнигсберга исполнилось 60 лет, а здоровье у него никогда не было крепким. Но вот ему предстояло прожить еще 20 лет, и половина его произведений была написана именно в период после 60 лет. И тогда стали быстро появляться книги, статьи и рецензии. Значит, Канта в родном университете публично чествовали 4 марта, то есть раньше срока, да, он же был 22 апреля. 4 марта преподнесли ему памятную медаль с неверным годом рождения, почему-то 1723 год, и портретом на медали мало похожим на оригинал. Еще и ошибка была в имени, оказывается, Иммануэль, там что-то такое, да? Юбиляру медаль, оказывается, не понравилась. Потом, и вот на склоне лет перед Кантом открылся, наконец, неизведанный континент мысли, так как пишет Булыга, да? Вокруг которого давно блуждали великие философы, и к которому он сам стремился много лет. Речь идет об этике. Здесь заслуги Канта не менее велики, чем гносеологии. Мы уже знаем, что именно интерес к этическим проблемам, трудности, встающие при их решении, антиномия свободы в первую очередь, побудили Канта взяться за критику чистого разума. Это его один из основных трудов, да, за критику чистого разума. Написав свой главный труд, он снова возвращается к этике как таковой. Еще одна цитата, да, из Булыги. Первое систематическое изложение этики Кант предпринял в книге «Основы метафизики нравов», которая увидела свет в 1785 году. Но только в преклонном возрасте Кант создал труд, где все додумано до конца. Это метафизика нравов. Новое слово, сказанное Кантом о поведении человека, это автономия нравственности. Предшествовавшие теории были гетерономными, то есть выводили мораль из внешних по отношению к ней принципов. А Кант утверждал принципиальную самостоятельность и самоценность нравственных принципов. Исходное понятие этики Канта – автономная добрая воля. И кантовская добрая воля была не пассивной. От ее носителя мыслитель требовал действия, поступка, ну или как у него было, да, применения всех средств, поскольку они в нашей власти. Канта критиковали за формальный подход к делу. То, что в одних условиях благо, в других может оказаться злом. Последнее справедливо, и философ сам знал об этом. И вот теперь я хочу напомнить, значит, о следующем же, да. Значит, вот у нас был очень хороший коллега, значит, доцент Владимир Петрович Старостин же, да. Он как раз один из очень немногих специалистов по этике в нашей республике был же, да. Ныне покойный, да, к сожалению, да. Безвременно ушедший в августе 2021 года наш коллега по АГАТУ, кандидат философских наук, доцент Владимир Петрович Старостин, был выпускником философского факультета МГУ и специализировался на кафедре этики. Он защитил в Якутске диссертацию по теме сострадания, что значительно выбивалось из общего ряда других диссертаций, которые относились сугубо к социальной философии, либо к онтологии и гносеологии. Две специальности были. Помнится, что Старостин говорил о том, что зачастую сострадание путают с простой жалостью, чуть ли не с сентиментальностью, снисходительностью, уступчивостью. Между тем,
В русской классической литературе этическая тематика ощутимо представлена. Достаточно назвать Льва Толстого, Федора Михайловича Достоевского же, да еще и другие. И в условиях, когда в современном обществе явно ощущается нехватка элементарного сострадания, надо бы призадуматься, как контролировать себя и не дать захватить себя различным страстям, бушующим в обществе. Эти страсти не возникают сами по себе, их вполне даже инициируют. Но они имеют успех, конечно же, благодаря питательной среде, в психологическом, ментальном плане питательной среде же, да? И в завершение хочу сказать о некоторых совпадениях и ассоциациях, которые, лично, по крайней мере, я, да, которые нахожу между нашим Владимиром и между Кантом, да. Один и тот же день рождения, 22 апреля, как и у Ленина, по-моему, да. А потом этика как сфера интересов, редко она привлекает внимание же, да. Этика как сфера интереса, потом не понравившаяся медаль, которую я упоминал по Канту, да, и посмертно переданный знак отличника образования Республики Саха-Якутия по случаю 55-летия. Это было очень как-то печально и даже оскорбительно же, да. Она год или полгода лежала, что ли, там. Потом, ах, да, вот оказывается есть, возьмите, да. Потом личное одиночество обоих, хотя Владимир Петрович в старости ненадолго, лет на 7, обретал семейное счастье. Вот мое такое выступление. Да, как раз Старостин защищался у нас, в нашем совете, в университете, кандидат философских наук. Это мы его, как говорится. А он, как вот докладчик говорит, выпускник философского факультета МГУ, потом кафедра этики, где академик Гусейнов был заведующим кафедрой. Сейчас академик Гусейнов является исполняющим обязанности директора Института философии. Вот. Разрешите мне несколько слов сказать по Канту, потом мы завершим. Значит, у меня тут в последней моей книге «Феноменология» у меня статья есть «Назад к Канту». Это в XIX веке, когда в науке были крупные, великие открытия, в частности, открытие Томпсона относительно структуры атома, тогда начали говорить о том, что материя исчезла. То есть, имея в виду, оказывается, атом, который до сих пор считалось, что это самая последняя инстанция мельчайшая частица, оказалась сложным явлением. Сейчас мы говорим ядро, электронная оболочка. Ядро даже сложное явление. Но тогда понимание вот этого явления, вот это с точки зрения познания, казалось, что материя исчезла вообще, из чего состоит все эти элементарные частицы и так далее, тогда если разобраться. Вот такая, значит, интеллектуальная ситуация возникла. Вот в связи с этим призыв был назад к Канту. Вот, с тем, чтобы понять правильно, истолковать вообще труды Канта. Действительно, текст у него исключительно сложный, философия сложная. Вот я, значит, в последней своей работе «Назад к Канту» попытался некоторые... я давно, значит, в докторской диссертации как основу один из тезисов взял у Канта: «Человек – это цель, а не средство». Вот это я, отталкиваясь от нашего, пытался развернуть вот эту идею. Оно дальше марксизм и так далее, само собой. А дальше философия его вклад в основном. Кантоведы, наши отечественные кантоведы в основном упор делали, останавливаясь на его философии. Вот это его критика чистого разума, практического разума, критика способности суждения и так далее. То есть вокруг проблемы вещебе, проблема карьеризма. Вот. А что касается, в своей статье я дальше говорю, значит, в данном случае я тут по проблемам карьеризма, то, что я пытаюсь тоже что-то с моей точки сказать, естественно. Ну и Кант еще, в моей точке зрения, выдающийся, у него идеи педагогические и психологические идеи.
которые, там я пишу, что вообще в нашем кантоведении, отечественном кантоведении плохо освещается, вот, мало разработано. В основном упор делается на его философию, вот это его трансцендентальную логику, философию в основном. Ну, вот в таком духе я вот, статья у меня вышла. Потом Кант, как сегодня мы говорили, ровесником Российской Академии Наук, он является почетным членом Российской Академии Наук. Тогда Академия Наук российская включала не только ученых, поскольку это считалось наукой и художеств, Академия художеств. Поэтому и там писатели были, членами были еще там короли, императоры и так далее, военноначальники крупные, членами Российской Академии Наук. Но вот влияние тогда, не только Канта, но и других, вообще Петр I, когда стал сразу, нам известна история, известна, что он в Европе несколько раз бывал, он встречался, бывал, значит, в Парижской Академии Наук, в Королевском философском обществе, научном обществе он был. Дальше он встречался с Лейбницем. А Лейбниц был президентом Берлинской Академии Наук в 1770 году. И вот Петр I несколько раз встречался с Лейбницем. Это вы, естественник, вы знаете, это выдающийся математик, естественно, испытатель. Вот как раз есть свидетельство о том, что Лейбниц Петру I советовал в России создать аналогичную Академию Наук. Даже он и Петру I дал устав, инструкции, разные документы Берлинской Академии Наук Петру I. В этом смысле можно сказать, что когда Академия Наук российская создавалась, под огромным влиянием вообще классической европейской науки. Ну, как известно, в частности, Кант, родоначальник классической немецкой философии, один из источников марксизма, как известно. Ну и потом в художественной литературе и так далее много упоминаний о том, что влияние, скажем, европейской науки, немецкой философии на русскую, на российскую. В частности, у Пушкина есть как раз поэма Евгений Онегин. Его зовут Владимир Ленский, душою прямо геттингенский, красавец в полном рассвете сил, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной принес учености плоды и миролюбивые мечты. Вот так у Пушкина есть строки. Такое. Значит, вот влияние, и я хочу сказать тем самым, наряду с другими европейскими, классическими учеными, и влияние Канта для Российской Академии Наук тоже тут обнаруживается, тоже немаловажное. Ну, потом у нас в нашей традиции российской, Советского Союза многие специалисты кантоведы. Вот. Ну, естественно, мы, те, которые занимаемся, мы их знали. Вот, старшее поколение кантоведов. В этом отношении изучение Канта, по моим наблюдениям, вообще наше отечественное кантоведение находилось, если не на первом месте, но во всяком случае один из самых лучших традиций нашей науки кантоведения. Так, пожалуйста. Да, я немножко дополню. Тут у нас сидят молодые люди совсем, да, аспиранты, видимо. Вот вспоминая Иммануила Канта сегодня, да, я вот хотел бы тоже сделать кое-какие такие синтетические вещи. Кант, присоединяясь к тем посылам, которые сделали наши предыдущие докладчики, Кант настолько сложно
настолько сложную материю у нас разбирал, что вот по мнению некоторых специалистов, философов, и сам себя очень трудно понимал, потому что вот он, в принципе, говорят же, он не написал систему философскую, да, по большому счету. Все его как бы вещи были как бы о некоторых таких принципиальных вещах, которые проясняли наше грамотное мышление. И вот соединяя то, что мы сегодня отмечаем 300-летие Российской Академии Наук, 300-летие Канта, я бы хотел сказать, что многие принципиальные вещи, которые находятся в основании, в философских основаниях науки, они, в принципе, были выработаны Кантом. Но, в частности, вот он говорил о таком важном принципе, как, он называется в современной науке антропный принцип. Это о том, что вот все закономерности, которые наука выявляет, не должны противоречить факту существования такого существа, как человек. Но на самом деле это было сформулировано в его глубоких аналитических вещах, когда он просто разбирал принципах работы нашего человеческого разума. И вот ему было настолько сложно, я вот для молодежи, настолько сложно сосредоточиться, и вот он иногда кругами ходил и одну и ту же мысль попытался сформулировать, немножко делая вариации, и ему иногда помогало, он сидел у окна дома у себя в Кёнигсберге, да, и сами знаете, он никуда не выезжал и все время смотрел на одну башню. Для того, чтобы просто сосредоточиться, но прошло много десятков лет, и эта башня стала перекрываться деревом, которое выросло за эти годы. И он впал в полное, говорят, отчаяние и попросил крестьянина, который вот, на участке которого росло это дерево, спилить это дерево для того, чтобы снова увидеть вот эту башню и заново зациклиться на тех проблемах, о которых он говорил. Вот настолько сложную тему он поднимал, что все прокрутить это было ему очень самому достаточно сложно. И вот по мнению философов тоже вот он создавал такие воронки мысли. Он в принципе придумал язык анализа нашего человеческого сознания. Причем очень строгий, такой принципиально строгий, настолько тонкий механизм, что вот никому до сих пор вот другого языка, кроме Канта, по анализу человеческого сознания и принципов его работы человеческого разума, никто не придумал. Вот поэтому, возвращаясь вот к теме наших библиотекарей, читать Канта, конечно, вот по тому произведению, о котором сегодня Егор Михайлович упоминал, говорят, действительно было очень сложно, потому что перевод был без тех, вот говорят, аккордов, которые на самом деле в оригинале текста на немецком языке были. А в нашем переводе наши очень умные, говорят, переводчики их исключили. Лучше, говорят, читать их было вот на немецком языке или даже на французском языке. И вот, видимо, Матрошилова, да, она же прекрасно владеет, видимо, немецким языком, она сделала совершенно другую редакцию кантовских переводов. Потому что вот это надо было навеять, вот это, я говорю, воронка мысли, что он придумал вот этот язык, вот он живой же язык, вот для того, чтобы эту воронку ты закрутился и вот попал туда, куда надо, куда хотел Кант, чтобы попали. И он сам затруднялся в этом и придумал вот этот язык, и поэтому каждое предложение, каждые вот эти эпитеты, которые он вставлял, изъятые из перевода, не помогали понять Канта. Поэтому это вот очень важно, хотел бы я вот как раз об этом напомнить. Ну и, собственно, эпоха просвещения, это вся, она на Канте как бы, вот была точка поставлена, эпоха просвещения, научиться мыслить самостоятельно, не просто сумма знаний, да, как вот провозглашено для широкой массы, да, а вот именно научиться мыслить самостоятельно. Вот это принципиальная такая вещь, которую Кант нам подчеркнул. Да, Канта спрашивали, как вы относитесь к эпохе просвещения? Он ответил, что эпоха просветителей, а не просвещения. Вот, где-то вот так он. Потом вот его ответ на вопрос, когда вот студент дал Путину: имейте мужество пользоваться своим разумом. Он здесь, я студентам, молодежи всегда рассказываю, что все-таки критический ум требуется. Это как Декарт говорил, это вообще принцип, методологический принцип сомнения.
Вот. Это уже творческий подход. Вот Кант всегда вот это подчеркивал. Всегда, значит, то, что вы читаете, надо всегда проверять, перепроверять. Если вы об лекции читаете, кто-то авторитетный человек, что-то вам какие-то тезисы, тоже думайте, сравнивайте и так далее. Вот это. Ну и потом мы как пример приводим исключительно организованность. Вот как раз для науки, для учебы, вот как пример его мы ставим. Говорят же, в одно и то же время утром гулять выходил, и где-то 10-12 таких кругов сделал, именно в одном и том же месте, и как раз по нему там жители часы свои сверяли, говорят. И вот эта философская аллея, вероятно, есть. Кстати, вы поедете от нашего имени тоже как-то мысленно передайте университету. Всю жизнь он работал, студентом был, преподавателем, доцентом, профессором, ректором и никуда не уходил никуда. На высокой зарплате его везде манили, но никак не соглашался. Вот это тоже приверженность. Патриот настоящий. Я тоже как пример ставлю это дело. Ну ладно, это о Канте. Ну дальше будем, значит, думать, изучать его труды. Вот когда я говорю назад Канта, я имел в виду, что именно? Имел в виду действительно еще раз вернуться в это творчество Канта, педагогическим, психологическим идеям, но и его философским идеям, которые сейчас вот в наше время вполне мы можем задействовать. Так это наследие настоящее, это творческое. Хорошо, коллеги, будем завершать. Спасибо большое за участие. Я думаю, следующий круглый стол, по форме тоже, мы, коллеги, тоже подумаем. Когда вот, я просто извиняюсь, не даю до конца мысль свои завершить, говорить и так далее. Это, видимо, от того, что, видимо, тут в самой организации какие-то, видимо, коррективы вынести. Но следующее, вероятно, мы вам скажем, давно Анатолий Афанасьевич ставил вопрос идеологии. Наверняка я прошу всех в этом ракурсе тоже размышлять, в каком плане мы можем вот это дело организовать. Спасибо большое, до следующих встреч, коллеги.